За последние тысячелетия было совершено множество научных открытий, изменивших мир. Но часто мы не знаем имен этих великих людей. Одним из них является Авиценна. Сегодня жители Саратова и Саранска расскажут нам об этом известном человеке. Авиценна – это древнеримский, наверное, создатель медицины, который внес большой вклад в развитие таких наук, как математика, она же арифметика, медицина, ну и так далее. Ну, я знаю то, что это среднеазиатский, если не ошибаюсь, ученый 8, как я помню, века. Он, по-моему, один из первых сделал сборник по лекарственным растениям и по небольшим хирургическим операциям. Ибн Сина – это, я так понимаю, медицинский ученый. Ученый? О чем известен? Медик. Сина. Я точно не знаю. А в какое время жил примерно? Наверное, в средние века. Создал это, медицину. Один из первых создателей. А в каком году он жил примерно? 1400 или 1400 каком-то. Это, по-моему, аптечки какие-то. Есть такая сеть аптек у нас, и был такой лекарь старый, древний, я насколько знаю. Это не точно. А примерно в каком веке он жил? Ну, я не знаю, это либо Древняя Греция, либо Рим старый. Это знаменитый исламский врач, насколько я помню, он по национальности араб. Жил он в средние века, сейчас точно уже не помню когда. Вообще Авиценна признается и в мусульманском мире, и на Западе, и на его исследованиях и открытиях базировались многие и западные ученые, медики, и наши мусульманские. Это один, можно сказать, что из столпов современной медицины как науки. Авиценна? Ну, это врач древний. А в каком веке примерно он жил? Ой, до нашей эры, по-моему. Это же, по-моему, первый врач, нет? Знаю, фильм есть хороший, «Лекарь ученик Авиценны», классный, правда, советую. Как считаете, какое развитие он науки Вклад в развитие науки? Ну, неоценимый, если многие вещи, которые мы изучаем сейчас, и медицина наша, в принципе, базируется тоже на каких-то его открытиях, наверное, я так думаю. Если бы значения никакого не было, то о нем бы не помнили, я так думаю. Это врач. В каком веке жил, не могу сказать. Но знаю, что-то связано с медициной, алхимией даже. Авиценна, древнегреческий, по-моему, целитель, который разработал Солернский кодекс здоровья. Он разработал, и там очень много советов полезных таких, которым можно до сих пор пользоваться. Например, как использовать травы при лечебных целях, шалфей, например, ромашка и прочие другие. Такие даже у нас, может быть, экзотические травы до сих пор пользуются. Я, например, часто пользуюсь его советами. Я не знаю, чем он конкретно занимался, но это иранский ученый. Но Авиценна – это средневековый врач, который занимался медициной, до сих пор продвигается все это. Абу Али ибн Сина – великий мусульманский врач, ученый и философ XI века. На Западе известен под именем Авиценна. За свою жизнь он написал более 450 научных трудов в области медицины, философии, логики, химии, физики, астрономии, математики и богословия. Имея обширные знания по медицине, Ибн Сина являлся придворным врачом эмиров и султанов персидских государств. Его важнейшее произведение – «Канон врачебной науки», написанный на арабском языке. О нем говорили как о знаменитейшем медицинском учебнике из всех когда-либо созданных. Это уникальный справочник, вобравший в себя все известные в то время медицинские знания многих цивилизаций. Канон врачебной науки был переведен на латинский язык и использовался в европейских медицинских школах вплоть до XVII века. Уникальный труд Ибн Сины внес фундаментальный вклад в развитие современной медицины.